Свой аэропорт в Ингушетии появился 28 ноября 1992 года распоряжением правительства России. Новому самостоятельному региону было просто необходимо создать и наладить воздушное сообщение. В кратчайшие сроки на базе бывшего филиала Армавирского летного военного училища появился аэровокзал, стоянка и взлетно-посадочная полоса. Аэропорт обеспечили необходимым оборудованием и специальным автотранспортом. Магомед Суров в числе первых работников воздушной гавани вспоминает, в каких сложных условиях работал коллектив. Вот это была рулежная дорожка, вот здесь были два места стоянки, и здесь первые воздушные суда были Як-40, у нас летал, потом добавились уже Ту-134, Ту-154, Як-42. Конечно, большинство служб, вот если вы, сейчас уже многого нету, конечно, уже снесли, многие службы, большинство служб находилось в вагончиках, в очень тяжелых условиях, то есть особенно первые годы, это вообще на голом энтузиазме. То есть вот основатели этого аэропорта, они работали, то есть фактически, как в полевых условиях. В 1995 году в Ингушетии было принято решение построить новый аэропорт. 21 сентября 1995 года воздушную гавань переименовали в аэропорт Магаз. 27 декабря 2011 года впервые в истории Республики Ингушетия авиалайнер марки «Боинг», одной из ведущих авиакомпаний России, «Ютейр», совершил посадку в аэропорту Магаз с 116 пассажирами на борту. В 2000 году полностью был введен новый аэропорт, аэровокзальный комплекс, полоса рулежной дорожки, место стоянки, оборудование и другие все необходимые объекты аэропорта, где получены соответствующие сертификаты, лицензии на деятельность. Те условия, которые были в конце 92 году и 93 году, это не сравнить. Сейчас уже комфортабельный, хороший аэропорт у нас. 7 февраля 2012 года аэропорт Магаз носит имя Сулумбека Асканова, первого героя России, заслуженного военного летчика СССР, кандидата военных наук и генерал-майора авиации. На привокзальной площади установлен макет самолета-истребителя ВВС России МиГ-29. Сегодня аэропорт Магаз – это современная воздушная гавань. Она не раз признавалась лучшей на Северном Кавказе. Благодаря современной взлетно-посадочной полосе протяженностью 3000 метров аэропорт Магаз сегодня в силах принимать любые типы воздушных судов, вплоть до Боинг 737-800 и Ил-76, а также вертолеты любых типов. Раньше паломники из нашей республики испытывали трудности с вылетом в хадж, но со временем проблема разрешилась. Из аэропорта Магаз в хадж первым рейсом в 2009 году вылетел первый самолет. Теперь этой возможностью пользуются и паломники из других регионов, которые выбирают аэропорт Магаз. Очень хорошо нас обслужили в Ингушетии. Мы очень рады, как нас обслужили. Когда ехали, нам приходилось одевать ихрамы. Нам специальное место выделили для этого. Пошли навстречу, провожающих пропустили до аэропорта, вопреки правилам. Полетели и в ту сторону хорошо, и сейчас прилетели, очень тепло нас принимают, альхамдулилля. Качественная система посадки позволяет обеспечить безопасность пассажиров и воздушного судна. По периметру аэропорта строго по системе обозначены крупные и мелкие полосы движения. Также установлены современные финские светосистемы, которые обозначены двумя цветами. Мы едем по рулежной дорожке. Как вы видите, всю разметку мы обновили. Разметку взлетно-посадочной полосы мы сделали в соответствии со стандартами ИКАО. Это международная организация гражданской авиации. В прошлом году полностью обновили маркировку полосы, рулежной дорожки и перрона. То есть сейчас у нас все по стандартам сделано. В 2013 году в аэропорту появился международный терминал. В 2021 году аэропорт официально стал международным и получил разрешение на рейсы в различные страны. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Постановление правительства Российской Федерации подписано об открытии аэропорта Магаз для международных полетов и открытии в аэропорту Магаз постоянного воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу. То есть это много значит. Сейчас ведется работа по проектированию пункта пропуска через государственную границу в аэровокзале. После того, как будет спроектировано, будут выполняться работы по модернизации аэровокзала, по переделанию аэровокзала для разделения потоков пассажиров международных линий и внутренних линий.
Аэропорт Магаз сотрудничает с авиакомпаниями «Ютейр», «Победа», «Аэрофлот», которые осуществляют авиасообщение бесперебойно. Воздушная гавань обслуживает 2 постоянных направления – Москва-Шереметьево, Москва-Внуково. Пропускная способность до 5 аэросудов в час. На сегодняшний день мы можем принимать воздушные суда, практически все российские, и «Боинги» принимаем 737, аэробусы 319, 320, 321. Можем и больше грузоподъемностью самолеты принимать, но для этого нужно отдельное разрешение, но это не проблема. Если будут у нас рейсы, то будет и разрешение. То есть мы это можем сделать. Условия современный аэропорт, международный статус, глубокая карта охраны сигнализации аэропорт. В 2018 году Боингу «Ютейр» присвоили имя Героя России Сулумбека Асканова. Для аэропорта самое главное – безопасность и удобство пассажиров. Летать приходится мне часто, потому что я являюсь студентом. У меня основной маршрут Назрань-Москва. Для нас, как для студентов, то, что у нас есть свой аэропорт, это очень удобно. В плане развития, в принципе, у нас все есть, что можно. Можно было обновить дизайн, а так, в принципе, в плане удобства, я считаю, то, что наш аэропорт на высоте. Обслуживают быстро? Обслуживают очень быстро. Таких, чтобы задержек, очередей больших, такого я в своей практике еще не видел. Ну, я пару раз летал, да, на самом деле очень круто. Намного лучше, чем было раньше. Я в 2013 впервые полетел, и он очень сильно изменился. Вот. А что тебе больше нравится? Ну, то, что тут всякие магазины появились, больше людей, как-то вот, как настоящий аэропорт. Аэропорт Магаз и дальше намерен развиваться. В планах запуск еще больше рейсов не только в города нашей большой страны, но и другие страны. Рина Цычоева, Магомед Белакиев. Новости 24.